Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня мы с вами в нашей передаче говорим о морской рыбе, о том, какое место занимает она в рационе человека. Традиционный праздничный стол – это отдельная категория любой кулинарии. Как правило, к праздничному столу хозяйки готовят блюда из различных продуктов. И далеко не последнее место на праздничном столе занимает морская рыба. Сегодня мы поговорим о пользе морской рыбы и о том, каких правил придерживаться при ее приготовлении, чтобы не подвергать опасности себя и своих гостей. Для того, чтобы узнать, любит ли наше население блюда из морепродуктов, мы провели опрос. Любите ли вы блюда из морепродуктов? Нет, я вообще их не люблю. Почему? Не знаю, мне не нравится. А пробовали? Пробовала некоторые. Очень люблю. А какие именно? Креветки. Кальмары, мидии. Любим. А какие именно? Ой, да. Какие именно? Салат с крабовыми палочками мы любим Да, очень, с что крабовым здесь мясом. еще больно купишь? Да, люблю. А какие именно? Ну, я в основном покупаю рыбу, там минтай покупаю в основном. Да, А какие именно? консерву. Люблю, но я не часто. А какие именно? Да, какой попадается, рыбы там. О, я рыбу не люблю. Мы есть море, там продукты не люблю. У меня изжога дает. Люблю. А какие именно? Семга. Да, люблю. А какие именно? Любые. Ну, какие именно? Салаты новогодние из крабовых палочек. Ну, да, относительно. Я вообще рыбу люблю больше, чем мясо. А какие именно любите блюда? В смысле, блюдо, селедка под шубой. Нет, не люблю. Наверное. А какие именно? Рыба, рыбные блюда. А так, затрудняюсь говорить, конечно, это, но без это продукта никак ведь нельзя жить. Ну, смотря какие. А какие именно любите? Ну, рыбу люблю. А знаете ли вы, что в рыбе могут находиться паразиты? Мы знаем. Ну, отваривать надо немножко. Я думаю, все нормально будет. Могут быть, знаю. И везде, и в мясе, и в любом могут быть. Знаем. Но мы рыбу не едим. Да, знаю. Знаю, что еще там может ртуть находиться, но, говорит, минтай, говорит, его как можно меньше. Я почему не знаю, но вот, в общем, так говорили. Ну, там еще морскую капусту тоже покупаю для салата. Знаю. Но мне это не грозит. А мы варим, и что делать? А что жрать? Что кушать? Точно не могу сказать. И да, знаю. Ну, надо хорошенько приготовить, отпарить, как говорится, все такое, 5-10. Да, знаем. Хорошо. Ну, замороженные, я думаю, нет уж. Мы берем же не речную, редко речную, а так вот замороженные в магазине. Ну, наверное, во всем. У нас тоже много паразитов, к сожалению. Знаю. Знаете? Поэтому тщательно надо варить и тщательно надо жарить. Нет. Паразитов такой я не слышал. Едим, пока славу. Это 86-й пошел. В результате опроса мы выяснили, что не все любят блюда из морепродуктов, но о том, что в рыбе могут находиться паразиты, знают большинство. Морская рыба – это продукт, приносящий нашему здоровью колоссальную пользу. Недаром все диетологи мира солидарны во мнении, что без рыбы рацион будет недостаточно полноценным и здоровым. И этот продукт обязательно стоит употреблять минимум раз в неделю. Морепродукты обладают богатейшим витаминно-минеральным составом. Кроме того, они являются рекордсменами по содержанию некоторых необходимых человеку элементов, например, фосфора и многочисленных жирных кислот. И, конечно, приготовленная по правильному рецепту рыба – это настоящее лакомство для гурманов. Рыбные блюда для детей – идеальный продукт, насыщенный полезными по свойствам веществами, легко усвояемыми белками,
необходимыми в период интенсивного роста, витамином D, кальцием, фосфором. Они помогают формироваться опорно-двигательному аппарату, дают возможность развиваться умственно, физически, проявлять высокую активность. Детей можно кормить нежирными или полужирными морскими сортами, полезные свойства которых подходят для раннего возраста. Польза рыбы заключается и в том, что она быстро переваривается и не задерживается внутри желудочно-кишечного тракта, в отличие от мяса животных и птицы. Это объясняется разницей в строении мышечных волокон. У рыбы они не имеют плотной, трудноперевариваемой оболочки, и благодаря этому начинают усваиваться в первую очередь. Этим и объясняются полезные диетические свойства продукта. Но что стоит помнить при употреблении рыбы? Морская рыба в процессе своей жизни, как губка, накапливает в себе соли тяжелых металлов, свинец, ртуть, мышьяк, радиоактивный цезий и другие очень вредные для здоровья химические элементы. Поэтому стремление купить рыбу покрупнее не всегда оправдано. Дело в том, что крупные особи, как правило, старше, а значит, имеют больше скоплений солей тяжелых металлов. Рыба может содержать в себе различные болезнетворные бактерии и вирусы, такие как листерия, сальмонелла, бациллы ботулизма и другие. Распространенное мнение об отсутствии в морских обитателях паразитов также является мифом. В морской рыбе есть личинки гельминтов, например, анизакид. Анизакидоз вызывается личиночной стадией гельминтов, которые относятся к семейству анизакида, отряд аскаридида. Второе название этого глиста – сельдяной червь. Оплодотворенные яйца анизакид, попав в воду, развиваются до стадии личинки, а затем вместе с водой попадают к промежуточным хозяевам паразитов – к ракообразным. Поскольку мелкие ракообразные – это основная пища многих обитателей моря, дополнительными хозяевами анизакид становятся кальмары, моллюски, омары, крабы и многие виды рыб. Морские млекопитающие птицы, питающиеся зараженными видами, также становятся окончательными хозяевами этих гельминтов. Что же касается человека, то он классифицируется как случайный хозяин, как и те животные и птицы, которые едят сырую рыбу. Человек заражается рыбными паразитами при употреблении сырой, слабо просоленной, недожаренной или недостаточно проваренной рыбы. Анизакиды не передаются от человека к человеку. Обычно, когда рыба умирает, личинки анизакид из брюшной полости рыбы перемещаются в мясо, и можно увидеть их невооруженным глазом. Анизакиды встречаются не только в малосольной рыбе и селедке, но и в печени трески и минтая, и могут встречаться даже в консервах. Паразиты, попадая вместе с рыбой в организм человека, великолепно приспосабливаются к новым условиям обитания и могут жить внутри человека долгое время, вынуждая организм кормить не собственные клетки, а наглых пришельцев, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте окончательного хозяина. Веретенообразные гельминты внешне похожи на аскариды, но отличаются размерами. Самки достигают размеров 60-65 мм в длину, а самцы на 10 мм меньше. На суженном головном конце гельминта располагаются 3 пары губ, которыми паразит крепится к телу хозяина. Находящиеся в полости тела, мускулатуре и во внутренних органах человека цисты личинок достигают 3-7 мм. Паразиты расположены внутри цисты в виде спирали. Некоторые виды анизакид цист не образуют, а их бледно-желтые личинки достигают от 1,5 до 6 см в длину. Попадая в человеческий организм, личинки анизакид начинают активно внедряться в верхние слои желудочно-кишечного тракта, закрепляясь головным концом на любом его участке. В месте проникновения паразита возникает воспаление, развивается отек, наблюдается изъязвление и небольшие кровоизлияния. Личинки анизакид способны проникать в другие органы, провоцируя в них воспаление и развитие гранулем, вызывать в результате своей жизнедеятельности аллергические реакции. Может наблюдаться крапивница, бронхоспазм, токсикоаллергический отек.
Симптомы анизокидоза различаются в зависимости от места локализации личинок гельминтов. Самой распространенной является желудочная локализация. Она характеризуется интенсивной болью в эпигастральной области, наличием тошноты и рвоты, которая может содержать кровь. Температура тела повышается до 38-39 градусов. Возможно проявление аллергической реакции немедленного типа. Локализованные в пищеводе личинки вызывают сопровождающиеся болезненными ощущениями раздражение горла, возникает кашель. При локализации в кишечнике болевые ощущения отмечаются в области пупка и правой подвздошной области. Они сопровождаются метеоризмом и урчанием живота. Серьезным осложнением кишечной формы анизокидоза является прободение кишечной стенки, вызывающее развитие перитонита. Так как личинки анизокид попадают в человеческий организм благодаря присутствию в рационе некачественно обработанных морепродуктов и морской рыбы, то необходимо их обеззараживание. Оно проводится при помощи следующих методов. Первый метод – это замораживание. При минус 18 градусах находящиеся в рыбе личинки анизокид гибнут через 2 недели. При минус 20 градусах за 5 дней. А при минус 30 градусах достаточно 10 минут для обеззараживания рыбы. Для обеззараживания кальмаров достаточно продержать их сутки при температуре минус 20 градусов. Второй метод – это нагревание. Личинки хорошо переносят температуру до плюс 45 градусов. А при нагревании до плюс 60 градусов и выше для их гибели требуется больше 10 минут. Диагностика анизокидоза основана на данных эпидемиологического анамнеза. То есть медработник собирает сведения о факте употребления рыбы холодного копчения или вообще необработанных морепродуктов и рыбы. Также определяется наличие симптомов, свойственных для заболевания в какой-либо его форме, сочетающихся с присутствующей или имевшей место ранее аллергической реакцией. Поскольку симптомы болезни не специфичны, необходимо дифференцировать анизокидоз с язвенной болезнью и другими похожими по симптоматике заболеваниями. Лабораторные методы неинформативны. В отдельных случаях личинки анизокид можно обнаружить в рвотных массах. Выявить наличие отеков и изъязвлений на местах внедрения личинок позволяет метод контрастной рентгеноскопии и фиброгастродуоденоскопии. При помощи ФГДС в некоторых случаях удается удалить личинки. Обнаруживаются внедрившиеся личинки и в процессе хирургического вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта. Анализы крови позволяют выявить эозинофилию и умеренный лейкоцитоз. Специфическое медикаментозное лечение анизокидоза на данном этапе не разработано. И поскольку на данном этапе крайне мало информации о том, как эффективно лечить заболевание и как предотвращать развитие осложнений при анизокидозе, важно своевременно обращаться к врачу. Самое важное, конечно, это меры профилактики. Чтобы избежать заражения анизокидозом, необходимо соблюдать несколько простых правил. Исключить из рациона сырую или малосольную рыбу, а также недостаточно обработанные дары моря. Температура, гарантирующая гибель личинок анизокид, от плюс 80 градусов и выше. Поэтому время обработки должно занимать минимально 20 минут. Соблюдать правила обработки улова. Чтобы личинки паразита не внедрились в мускулатуру рыб, выловленная рыба должна сразу же потрошиться. Морозить улов надо не менее 5 суток при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Для безопасной засолки требуется приблизительно 12 дней, а сам рассол должен содержать не меньше 14% соли. Должны также соблюдаться правила разделки рыбы. Кухонный инвентарь для рыбы должен быть отдельным. Наша рыба приготовилась. Она тушилась в течение 30 минут, поэтому я уверена в ее безопасности. Приятного аппетита! С Новым годом и Рождеством! До свидания, берегите себя и своих близких!